Проект, посвященный розыску военнопленных нацистских лагерей, был запущен в Абхазии в июле 2016 года. Смысл инициативы в том, чтобы установить историческую справедливость, узнать судьбу людей, пропавших без вести в Великой Отечественной войне, и вернуть их имена родным и близким. Вторая мировая война коснулась каждого жителя на тот момент единой большой страны – Союза Советских Социалистических Республик. И неудивительно, что во время поисков организаторы проекта находят имена людей разных национальностей из разных стран. 1,5 года назад из Австрии, благодаря журналисту Роберту Авджану, который был в этой студии летом прошлого года, получили неожиданные документы. Это списки жителей Чеченской Республики, которые считались пропавшими без вести, но погибли в концлагере немецких нацистов, который называется Маутхаузен. Особенность этих списков заключается в том, что их нет в российском военном архиве. То есть в России об этих людях никто ничего не знает. Но, как вам известно, наш проект посвящается семьям абхазским, армянским и вот теперь чеченским. И поэтому мы поставили перед собой задачу найти таких союзников и товарищей, с помощью которых мы можем запустить проект возвращения имени в Чеченской Республике по поиску родственников вот этих погибших солдат. В торжественной обстановке списки найденных имен чеченских солдат были переданы представителю Чеченской Республики Вахиту Керимову. Сегодня то, что вы решили сделать, это для нас, не только для чеченского народа, для всего народа. Это большой подарок, я бы так сказал, потому что сегодня есть люди, у кого пропали без вести в Великой Отечественной войне. Даже если когда они узнают, что они где-то похоронены или какой-то след, это для них это большое успокоение, подарок это. С самого начала проекта большую помощь в его реализации оказывают офицеры и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища при Министерстве обороны Абхазии. Они посещают семьи пропавших без вести, узнают дополнительную информацию, просматривают сохранившиеся фотографии и письма с фронта. Из числа солдатов, которые находятся у нас на сегодняшний день на службе, выбрали самых лучших бойцов для того, чтобы оказать помощь в этом проекте. Естественно, данные военнослужащие с радостью восприняли эту информацию. Почему? Потому что это наша история, и мы дальше готовы, Георгий, с вами поддерживать тесную связь, помогать вам в дальнейшем. Это не последняя находка организаторов проекта. Возвращение имени продолжает свою работу, ведь еще необходимо найти немало имен и раскрыть множество судеб, чтобы рассказать об этом людям, которые ждут более 70 лет. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.